товарищ генерал-полковник, личный состав военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Абхазия для проведения строевого смотра построен. Перед началом инспекции военно-воздушных сил Абхазии на объекте прошел строевой смотр. Командиры подразделений проверили внешний вид военнослужащих, состояние обмундирования, наличие и состояние личных документов. Первый заместитель министра обороны Республики Беслан Свижба отмечает, что главная цель инспекции – изучение вопросов размещения авиационной группы, боевой и морально-психологической подготовки, а также боевой и мобилизационной готовности. Состояние службы войск и безопасности военной службы. Уровня материально-технического обеспечения. Комиссия от Министерства обороны определена. Все в полном составе. Точно. По словам командующего военно-воздушными силами страны Адгура Гунба, в авиации сегодня большое количество молодых и перспективных специалистов. Много очень молодежи летного состава прибыло вот с вузов российских, авиационно-технический инженерный состав. И сегодня мы видим, вот даже по состоянию личного состава, что очень много молодежи у нас, которые закончили очень высокие вузы Российской Федерации и сегодня продолжают службу в защите нашей Родины. Нашей молодежи перспективы по договору с Министерством обороны Российской Федерации мы ожидаем получения техники, на котором они будут защищать нашу Родину. Выпускник Высшего военного авиационного училища города Сызрань Леонид Тарба вернулся на родину 12 лет назад. Сегодня он командир авиационной группы. По словам летчика, наземная подготовка к полетам проходит ежедневно. Летный состав ежедневно занимается теоретической подготовкой. У нас она называется наземная подготовка к полетам. Инженерно-технический состав ежедневно занимается на авиационной технике, готовят авиационную технику, осуществляют проверки, заменяют необходимые масла в назначенный период. И после всего этого осуществляются полеты. После завершения инспекции территории подразделения и осмотра техники была дана команда запуска боевой машины вертолета Ми-24. Как отметил первый заместитель министра обороны Беслан Свижба, с поставленной задачей летчики справились на отлично. Анастасия Никонова, Товник Амичба, Абаза ТВ.